Нашли такой маленький грибочек. Он как у французских блюд. Суп-пюре. Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Музей летних рецептов». Наступило время сбора грибов, и мы приехали в лес, в Сосновый Бор. Сейчас спустимся вниз и на берегу будем искать грибы. Что касается сбора грибов в Якутии. Наши предки за еду их не воспринимали, оказывается, а кушали их в Юкагир и Долган. Вот как раз грибы стоят, давайте их соберем. И они готовили их на вертеле, наверняка на костре. Потом они их еще сушили, и зимой как приправу они использовали в супах. А якуты думали, что грибы – это еда только для коров, потому что грибы были настоящим лакомством для коров. Они очень их любили, и вот питаясь ими могли на далекое расстояние от дома уйти и потом возвратиться через энное количество дней. Поэтому думали, что это еда только для коров. В идеале мы ходить должны по грибы рано утром. Мы раньше так и делали, когда жили в деревне, ходили в 5 утра и, конечно же, заставали самые здоровые, только что появившиеся грибы и собирали прям не глядя, все. Это было здорово. И утро, когда вот природа только просыпается, это совсем другая атмосфера, совсем другая энергетика, и было совсем другое ощущение. И мы немножко опоздали, вот нашли гриб. По всему виду он уже вчера появился или позавчера. И вот смотрите, время его сбора давно прошло. Вот. И должны следовать этим простым правилам. Вставать позаранку, выходить в лес, несмотря на некоторый, наверное, недосып, но оно того стоит. Общеизвестное название грибов по-якутски – телле. Вот мы нашли тоже гриб. Мы, к сожалению, не знаем якутского названия всех грибов, будь то масленок, подосиновик, подберезовик. Если есть среди вас знающие якутское название какого-нибудь гриба, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно всем нам узнать. А что касается привития занятия к сбору грибов, это получило распространение при русских, после прихода русских. А так, в советское время стали собирать грибы, но не так распространенно, скажем так. Я помню, моя бабушка, мой дедушка никогда не этим занимались, а мои родители также. Они как-то равнодушно относились к этому. А что касается нас, мы с удовольствием собираем грибы, очень любим блюда из грибов. После часа сбора мы собрали столько грибов, ура, ура! И сейчас мы приготовим по оригинальному рецепту, поскольку у наших предков не было рецептов приготовления грибов, мы нашли сегодня для вас рецепт 1880 года молодых хозяек, поваренная книга. И мы по этому рецепту приготовили ингредиенты. У нас сливочное масло, сметана, она с села Ой Хангаласского улуса, самое что ни на есть натуральное. Сначала в питьевой воде мы очистим наши грибы и на сливочном масле пожарим. Согласно рецепту, сначала очищаем и обрезаем от корней свежие грибы. Затем вымоем их в холодной воде, сложим на сковороде, в которой должна быть распущена 1 ложка масла. Посолим,
пожарим, помешаем ложкой. Должны налить воды немного. И когда грибы ужарятся и станут мягкие, положим 1/4 фунта сметаны. Фунт это 400 граммов. Перемешаем, дадим закипеть и подадим на стол. Заканчиваем процесс очистки грибов. Мы их помыли, разрезали на маленькие частички. И сейчас по рецепту мы должны на сковороде растопить сливочное масло, чем мы сейчас и займемся. Разжигать костры мы не должны ни в коем случае. Все должны быть ответственными. С начала лета до конца мы этим не должны заниматься. Как начинается наше лето, наши леса горят и горят же. Все, конечно, ужасаемся этим новостям, но, к сожалению, вот эти правила не соблюдаем. По рецепту распустили 1 ложку масла. Надо сейчас посолить. Грибов у нас достаточно. Масло шкварчит, звук дает. Так, ну и положим наши грибы. Процесс пошел. Вот, да, грибы должны ужариться. Так написано в рецепте. Очень интересно готовить грибы на природе. И обычно мы все любим грибы со свежей картошечкой. Это самое вкусное блюдо августа, наверное. И я думаю, вы все с этим согласитесь. Далее по рецепту мы должны добавить 1/4 фунта сметаны. Как я выше сказала, фунт это 400 граммов. Мы должны положить где-то 100 граммов сметаны. Ну, примерно где-то так, наверное, 100 грамм. Такое вот соединение сливочного масла со сметаной. Это естественное соединение. Получится вкусно, очень-очень вкусно. Если предки наши не кушали грибы, то шаманы, оказывается, уже по рассказам знали про свойства мухомора. И они в своих ритуалах использовали их, чтобы встретиться с духами, чтобы совершить какой-то обряд, и вот мухомор им был как бы подмогой. Это такая неточная информация, но есть такие вот воспоминания. Мы вам ни в коем случае не советуем экспериментировать и пробовать мухомор в каких-то целях. Нельзя. Грибы наши готовы. Настало время их пробовать. Выключаю нашу плитку. Итак, подходите, приглашаю всех. Можно, да? Да. 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 Я помню, у нас есть. Она пробует. Наши, да?
Мощно, да? М, Чекай, це. Очень вкусно. Приготовьте Сливочне по масло этому вообще. рецепту. Не пожалеете. Вістул. Значит, Вістул. Яре? Барба, купи. Очень вкусно. Сливочное масло. Очень. Придает такой вкус, как этот, на саламат похоже чем-то. На саламат похоже. Ну, с грибами. Сметана. Ну, что? Жюльен. Сметана, ага. Как жульен.